Со школьной скамьи с подростками проводят беседы не норовоучения, разговаривают как со взрослыми. И пусть на носу летние каникулы, экзамены и последний звонок, но они не мешают таким важным встречам. Ведь ежегодно в мире от наркотиков умирает 100 тысяч человек, в день 80-250 становятся наркозависимыми. Эту страшную статистику озвучили сегодня представители межведомственной группы, учащимся первого лицея Грозного. После вот таких вот встреч к нам очень часто подходят ребята и просят некоторые видеоролики, которые кинематография представляет, дать им, чтобы они могли дома показать своим родственникам. Отец, чтобы увидел, брат старший, чтобы увидел. И мы им даем эти ролики. Мы хотим, чтобы вот наша молодежь действительно была здоровой. Ну а те, кто еще не дорос до парты перемен, слушали о вреде наркомании в Республиканской детской библиотеке. Для них о мировом зле говорили на их языке, подготовили тематические рисунки и стенды. В общем, то, без чего не обходится ни один серьезный взрослый разговор. В течение июня месяца месячник борьбы с наркоагрессией. Там тоже у нас запланирован ряд мероприятий. Это диспуты «Я выбираю жизнь». Мы планируем объявить конкурс на лучший стенд и рисунок «Нет наркомании». А 26 июня будет выставка этих рисунков. Череда профилактических мероприятий – это не просто для галочки, а желание предотвратить то, что затягивает буквально с первого раза. Употребление наркотиков – это постепенное разрушение коры головного мозга, проблемы с печенью, почками и кислородное голодание. И это еще не полный список. Со дня создания Управления Федеральной службы наркоконтроля было прикрыто множество крупных каналов поставки тяжелых наркотиков. Были задержаны крупные наркоторговцы, которые были заключены на длительный срок наказания, лишения свободы. Во все направления ведется эта работа. Корень мирового зла – это не только физическое привыкание, но и психологическая зависимость. От последней избавиться труднее всего, ведь на это уходят не дни, а то и месяцы и годы, а порой и целая жизнь. Алевтина Бонадыкова, Султан Умаров и Луиза Юнусова. Новости.